Нас уже лишают права выбора. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане людей заставляют покидать свои рабочие места. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. Власти Донгары потребовали от продавцов центрального районного рынка и уличных торговцев переезжать на новый рынок Каянуш. Десятки торговцев заявили, что под давлением местных властей вынуждены были перебраться на новый рынок, который находится в 3 километрах от райцентра. Рынок Каянуш, по словам предпринимателей, принадлежит членам семьи Нуриддина Рахмона, старшего брата президента Таджикистана Эмомали Рахмон. Напомним, что сам Нуриддин Рахмон умер осенью 2017 года в возрасте 67 лет. Распоряжение о переезде торговцев на рынок Каянуш подписано главой Донгаринского района Исламиддином Рахмоном, 38-летним сыном Нуриддина Рахмона. Не менее 5 продавцов мяса на рынке Каянуш в беседе пожаловались на отсутствие покупателей и высокую арендную плату. Один из мясников, который предпочел остаться неназванным, сообщил, что арендная плата на центральном районном рынке составляет 500 самани, а администрация Каянуша требует за аренду торговой точки 1130 самани. Нас сотрудники милиции угрозами заставили перебраться на этот рынок. Милиционеры сказали, что это распоряжение председателя района, но здесь покупателей раз-два и обчелся, сказал собеседник. Чтобы добраться до нового рынка, жителям райцентра придется потратить не менее 10 самани. К тому же, по их словам, цены на рынке Каянуш более высокие. К примеру, 1 килограмм говядины здесь стоит 70 самани, на центральном рынке 65. Рахмон Шамзода, председатель местного отделения Таджик-Матлубота, 23 ноября в беседе подтвердил, что распоряжением председателя района некоторых торговцев центрального рынка вывезли на новый рынок. Площади центрального рынка небольшие, а Каянуш – современный просторный рынок. Для того, чтобы жителям было легче добраться до нового рынка, мы перенесли конечную остановку общественного транспорта, сказал чиновник. А как вы относитесь к такому, можно сказать, моральному насилию? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Шерели Сабирзода, руководитель аппарата председателя Донгаринского района, говорит, что распоряжение о переезде на новый рынок призвано урегулировать уличную торговлю и создать для предпринимателей комфортные условия для бизнеса. Новый рынок Каянуш, в отличие от центрального рынка, предназначен только для реализации сельхозпродуктов. Это современный рынок, где созданы все условия для предпринимателей и торговцев. В конце концов, мы живем уже в 21 веке, и условия должны быть соответствующими, заявил Сабирзода. Уличных торговцев, а также предпринимателей, которые обслуживали клиентов у трасс Куляб-Душанбе и Куляб-Бахтар, предупредили, что с 24 ноября могут заниматься торговлей только на рынке Каянуш. Здесь у трассы мы предлагаем клиентам напитки и фастфуд. У наших клиентов, водителей и пассажиров нет времени заехать на рынок. В итоге мы потеряем место работы и клиентов, говорит один из продавцов. Донгаринский район лежит на полпути между городами Куляб и Бахтар. Автотрассы связывают район также и со столицей страны. Через Донгару на Малую Родину добираются жители Горно-Бадахшанской автономной области. По данным местных властей, ежедневно через Донгару проезжают от 4 до 5 тысяч человек. Местные предприниматели утверждают, что рынок Каянуш принадлежит близким родственникам президента Эмомали Рахмона. В официальных документах имя владельца рынка не упоминается. Однако один из местных чиновников на условиях анонимности подтвердил, что Каянуш принадлежит семье Нуриддина Рахмона, старшего брата главы Таджикистана. В настоящее время рынком управляют дети Нуриддина Рахмона. В Таджикистане нет никакой экономики. То, что они строят, знаете, это вот огромные дворцы, да, которые напоминают дворец колхозника. Это просто они болеют гигантоманией. Они хотят строить самую большую библиотеку, они хотят строить самую большую чайхану, самый большой мечеть. Но это все и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения расходов абсолютно большая глупость. Они любят большие стройки, чтобы оттуда больше воровать, больше ничего. Как вы относитесь к такому, можно сказать, рейдерскому захвату бизнеса? Ведь многие люди под давлением должны лишаться нормального дохода. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!